После вмешательства прокуратуры Вурнасского района дети младшего возраста смогли посещать секции в детской спортивной школе. Прокуратурой Вурнасского района проведена проверка законности локальных правовых актов по вопросам приема и обучения детей в общеобразовательных организациях дополнительного образования. В ходе проверки установлено, что в нарушение требований федерального законодательства, правила приема обучающихся, в детско-юношескую спортивную школу «Рассвет» Вурнарского района ограничивали по возрасту детей для зачисления в спортивную школу по видам спорта. Так, предусмотрена возможность зачисления детей по виду спорта футбол лишь с 9 лет, в соответствии с федеральным стандартом возможность с 7 лет, хоккей с 9 лет, в соответствии с федеральным стандартом с 8 лет, тяжелая атлетика с 10 лет, в соответствии с федеральным стандартом с 9 лет. Указанный документ не позволял законно принимать детей младшего возраста для занятий по указанным спортивным дисциплинам. В этой связи прокуратурой Вурнарского района на указанный локальный акт принесен протест. По результатам рассмотрения требований прокуратуры указанный документ приведен в соответствие с требованиями закона. Прокуратурой Козловского района в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, потратившего все деньги с потерянной банковской карты. Прокуратурой Козловского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего уроженца города Козловки. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». По версии следствия, в вечернее время, в один из дней января 2020 года, молодой человек возле жилого дома в городе Козловке нашел банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты. Используя указанную карту, он совершил ряд покупок на незначительные суммы в продуктовых магазинах и кафе города, пока на счету банковской карты не осталось денежных средств, необходимых для осуществления покупок. Поняв, что на счету недостаточно денежных средств, злоумышленник выбросил карту в мусорную урну. В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершении преступления признал в полном объеме. Ущерб потерпевшему возместил. Материалы уголовного дела направлены прокуратурой в Козловский районный суд для рассмотрения по существу. В Комсомольском районе прокуратурой района проведены проверки организации перевозки детей школьными автобусами. Прокуратурой Комсомольского района проведены проверки в образовательных учреждениях по организации перевозок учащихся школьными автобусами. В ходе проверок выявлены нарушения, связанные с эксплуатацией автобусов и не работой сигнальных кнопок, просьба об остановке, не выгрузкой данных с тахографа школьных автобусов на внешние носители информации. Допущены факты эксплуатации автобусов с посторонними предметами в салоне, не закрепленными должным образом и способными при экстренном торможении принести травму пассажирам. По данным фактам прокуратурой в адрес директоров школ направлены представления с требованием устранения нарушений. В отношении 3 водителей школьных автобусов возбуждены дела об административных правонарушениях за допущенные ими нарушения правил эксплуатации школьных автобусов. В ходе посещения школ сотрудники прокуратуры также провели профилактические беседы с учащимися о недопустимости нарушений правил безопасности дорожного движения, а также на иные темы правовой ответственности за нарушение законодательства несовершеннолетними. Прокуратура Московского района города Чебоксары направила в суд уголовное дело по факту гибели рабочего в ходе строительства отеля в центре столицы. Прокуратура Московского района утвердила обвинительное заключение в отношении 46-летнего мастера общестроительных работ. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ, нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. По версии следствия, 30 октября 2020 года на территории объекта реконструкции объекта незавершенного строительства под гостиницу, расположенного по улице Нижегородской города Чебоксары, велись строительные работы. Около 15 часов 20 минут один из работников, выполняя свои трудовые обязанности, был допущен обвиняемым до проведения работ по ручной шурфовке кабелей и подземных коммуникаций, обмазочной гидроизоляции железобетонных колодцев и антикоррозийной обработки мастикой. При этом указанные работы проводились в отсутствие необходимых мероприятий по исключению уровня профессиональных рисков, а именно в отсутствие надлежащих установленных откосов при разработке траншеи, призванных предотвратить обвал стенок траншеи. Вследствие указанных нарушений требований безопасности при производстве работ, работник в результате обвала стенок траншеи был завален землей и скончался в результате наступившей механической асфиксии. Предварительное следствие по делу проведено Следственным управлением Следственного комитета России по Чувашии. Материалы уголовного дела направлены прокуратурой района для рассмотрения в Московский районный суд города Чебоксары. Отмечаем, за совершение данного преступления обвиняемому может грозить уголовное наказание вплоть до 5 лет лишения свободы. Прокуратурой Чувашии направлено в суд уголовное дело в отношении 6 участников организованной преступной группы,
занимавшихся сбытом наркотиков через тайники-закладки. Прокуратурой Чувашской Республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 6 участников организованной группы, жителей республики, которые обвиняются в совершении в общей сложности более 50 преступлений, предусмотренных статьей 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в составе организованной группы в крупных размерах». Следствием установлено, что участники организованной преступной группировки в период с мая по июнь 2020 года занимались сбытом синтетических наркотических средств через тайники-закладки, оборудованные в подъездах домов и на участках местности в различных районах города Чебоксары. Места тайников-закладок наркотических средств сообщались приобретателям после получения от них оплаты безналичным способом через электронные платежные системы и сеть интернет. В ходе расследования уголовного дела из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято более 200 грамм синтетических наркотических средств, предназначенных для незаконного сбыта. После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд города Чебоксары для рассмотрения по существу. Данные предоставлены пресс-службе прокуратуры Чувашской Республики. Читал Павел Демин.